Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить татарский янтык. Янтык — это то же самое, что чебуреки, только чебуреки жарятся во фритюре, а янтык жарится на сухой сковородке. Это крымско-татарское блюдо, но и мы, татары Поволжья, тоже очень любим это блюдо и постоянно его готовим. Для этого нам нужно будет тесто. Для теста берем 2 стакана муки просеянной. Я брала вот таким стаканом. Вот 2 стакана муки у меня здесь. К нему добавляем пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла, размешаем. И все зальем крутым кипятком. Таким же стаканом, вот каким накладывали муку, таким же стаканом наливаем 1 стакан кипятка. Будем заваривать наше тесто. Если муки будет мало, значит еще добавим. Вначале размешиваем лопаткой, потом уже руками. Вот такое вот очень мягкое и податливое тесто у меня получилось. Сейчас накроем ее салфеткой и оставим отдыхать примерно на 30 минут. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится 500 грамм фарша. Вот я сейчас только что пропустила. 2 средние или 1 большую луковицу тоже через мясорубку пропустила. Сейчас будем делать начинку. Добавляем пол чайной ложки соли. Перец по вкусу. Наливаем холодную воду. И все размешиваем. У нас должен получиться очень мягкий фарш. Мясо надо брать с жирком, чтобы, если хотите, чтобы янтыки получились сочными. Или добавлять сливочное масло, или курдюк, у кого что есть. Я ничего добавлять не буду, потому что у меня мясо с жирком. Такая начинка у меня получилась. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем делать янтык. Тесто делим на кусочки. Где-то на 10 или на 12, как получится. Все зависит от того, какого размера вы хотите янтык. Я вот разделила на 10 частей. Сейчас из них буду делать вот такие колобки. Колобки накрываем салфетковой пленкой, чтобы они у нас не высохли. И будем раскатывать.
Раскатать нужно тонко. Толщина примерно 2 миллиметра. Тесто я раскатала. Сейчас будем делать янтык. На одну половинку кладем фарш. И закрываем второй половинкой. Края хорошенечко зацепляем, закрепляем. И обрабатываем при помощи вилки, чтобы они у нас не открылись во время готовки. Сразу все не делаем, делаем по 2 штуки. Сковородку, потому что помещается 2 штуки. Вначале сделаем, пожарим вот эти 2, потом только будем остальные. Иначе, если все сразу сделать, то у нас может тесто размокнуть, и уже потом водичка пойдет. Делаются как чебуреки. Ничем не отличается, обыкновенно. Сейчас будем жарить наши янтыки. Янтыки, как я уже говорила, будем жарить на сухой сковородке. Сковородка у меня уже накалилась. Кладем наши янтыки. И каждую сторону будем жарить 2-3 минуты под крышкой. Газ немножко убавляем. Одна сторона уже пожарилась. Сейчас мы их переворачиваем. Накрываем крышкой и продолжаем жарить до готовности. Еще 2-3 минуты. Наши янтыки поджарились. Их сразу смажем сливочным маслом растопленным. И продолжаем дальше жарить. Наши татарские янтыки готовы. Смотрите, какие они получились. Я все смазала сливочным маслом растопленным. Сейчас попробуем это разрезать. Тесто мягкое, тонкое. Смотрите, какие внутри. Очень сочные, вкусные. Попробуйте вы тоже приготовить такие янтыки. Я думаю, что вам понравится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.